Владимир Уйба сегодня объявил старт ежегодного благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы». Акцию организует Республиканский совет ветеранов с 2010-го. Уже 14-й год подряд жители Коми имеют возможность помочь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, вдовам участникам войны, детям войны и малоимущим пенсионерам. О помощи без корысти. Анна Зубарева. Это кадры прошлых лет. Жительницы Эжвы Нине Цымбалюк меняют старые окна на пластиковые. Это подарок в рамках благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы». Нина Николаевна – вдова участника Великой Отечественной. Давайте мы вам поменяем окна на пластиковые, и будет теплее. Я сказала, что очень сильно дует. Вот видите, у меня тут все заклеено под этими. Подоконник. Вот видите, все это. Детям войны тоже помогают. Таких в республике сегодня немногим меньше 24 тысяч человек. Нина Александровна Танких родилась в годы войны в Горьковской области. Ее детство прошло на колхозных полях. Как и мечтала, получила высшее педагогическое образование. По распределению с мужем приехала в Сыктывкар. В 2021 году на себе узнала, что такое забота от земляков. В тот год жителям региона удалось собрать около 1 миллиона рублей. Я проработала в системе образования 42 года и 12 лет тружусь на общественной работе. При Совете ветеранов я возглавляю культурно-массовую работу. Через марафон «Мы наследники Великой Победы» мне была оказана помощь в приобретении плиты газовой, поскольку пришли газовики и сказали: ваша плита очень старая, она уже небезопасна, вам ее надо срочно заменить. Собранные средства идут на ремонт жилья, замену сантехники и коммуникаций, обустройство приусадебных участков, приобретение бытовой техники, мебели и другие нужды участников и ветеранов войны. А еще на эти же деньги приводят в порядок захоронения, памятники, монументы павшим воинам. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. И поэтому наша задача – сделать их жизнь максимально комфортной. Правительство в этом направлении работает, и мы представляем очень большие меры поддержки, и они год от года увеличиваются. Но очень важно не только государственная помощь, а именно участие каждого из вас, потому что это совершенно другой подход. Сегодня в республике живет 32 участника Великой Отечественной и 1400 тружеников тыла. Им так необходимо внимание и забота, и каждый из нас может помочь. Сегодня это просто. Достаточно стать участником марафона «Мы наследники Великой Победы». Анна Зубарева, телеканал Юрган.